Британский пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон стал победителем 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин Формула-1 Гран-при Айфеля. Соревнования прошли на автодроме Нюрбургринг в Германии. Вторым линию финиша пересек голландец Макс Ферстаппен из Red Bull. Тройку лидеров замкнул австралиец Даниэль Рикьярдо из Рено. Российский гонщик Альфа Таури Даниил Квят занял 15 место. 35-летний Хэмилтон одержал 91-ю победу в карьере, тем самым повторив рекорд немца Михаэля Шумахера. Британец продолжает лидировать в общем зачете, набрав 230 очков. Вторым идет Боттас, на счету которого 161 балл. На третьем месте Ферстаппен, у него 147 очков. Следующий этап пройдет в Португалии с 23 по 25 октября. Испанец Рафаэль Надаль одержал победу над сербом Новаком Джоковичем в финальном матче открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча завершилась со счетом 6-0, 6-2, 7-5. Надаль в 13-й раз стал победителем турнира во Франции. Теперь в его активе 20 побед на турнирах серии «Большого шлема». По этому показателю он сравнялся с швейцарцем Роджером Федерером. Помимо Ролан Гаррос, испанец 4 раза выигрывал открытый чемпионат США, 2 раза Уимблдон и 1 раз открытый чемпионат Австралии. В данный момент Надаль идет на второй строке рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов, выиграв 85 турниров под эгидой данной организации. Футболисты сборной России сыграли в ничью с командой Турции в матче третьего тура группового этапа Лиги наций. Встреча прошла в Москве на стадионе ВТБ-арена и завершилась со счетом 1-1. В составе россиян результативным ударом отметился Антон Миранчук. У турков гол забил Кенан Караман. Команды встретились друг с другом в 7-й раз. В 4 матчах побеждала российская команда, в 3 случаях фиксировалась ничья. Подопечные Станислава Черчесова продолжают возглавлять таблицу группы 3 Лиги Б. В их активе 7 очков, турки идут на 3-м месте, набрав 2 пункта. В следующем туре россияне на своем поле примут сборную Венгрии. Игра пройдет 14 октября. Турки в этот же день сыграют с сербами. Российский мини-футбольный клуб КПРФ стал бронзовым призером Лиги чемпионов УЕФА. Турнир завершился в Испании. В матче за 3-е место коммунисты в серии пенальти обыграли своих соотечественников из команды «Тюмень». Основное время встречи завершилось со счетом 2-2. В составе тюменцев взятие ворот провели Бруно Тафи и Иван Милованов. У КПРФ отличились Артем Ниязов и Янар Асадов. В серии пенальти со счетом 3-1 сильнее оказались игроки московской команды. Победу в турнире в 3-й раз в своей истории праздновала Барселона, победившая в испанском финале Эль Посо со счетом 2-1. Перейдем к событиям нашего региона. Богдан Прокопьев завоевал серебряную медаль Кубка России по пауэрлифтингу. Об этом сообщает «Спорт Якутии». Соревнования, участниками которых стали более 400 человек, прошли в Туле. Якутянин выступал в классическом троеборье среди мужчин самой тяжелой весовой категории, набрав 842,5 килограммов, зашел на 2-ю ступень пьедестала. Отметим, что в приседе якутянин установил новый рекорд России среди юниоров, подняв 337,5 килограммов. Это не первый успех Прокопьева. В этом году в марте якутянин стал обладателем золотой медали первенства России, которое прошло в Архангельске. Михаил Прокопьев стал серебряным призером чемпионата Южного федерального округа по боксу, прошедшего в Ростовской области. Как сообщает «Спорт Якутии», Прокопьев выступал в составе сборной Краснодарского края в наилегчайшей весовой категории до 49 килограммов. В финальном поединке он уступил Константину Лыговскому из команды Крыма. Второе место не позволило якутянину завоевать путевку на чемпионат России. Напомню, Михаил Прокопьев является мастером спорта, 3-кратным победителем чемпионатов Южного федерального округа и всероссийских турниров класса А. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы.